И вы большой фанат киберспорта. Лично, Да. я правильно понимаю? Да. Это не только ваша деятельность, это не вынужденная позиция, которую занимаете в качестве президента Федерации киберспорта Казахстана. Вы и фанат тоже? Да, вот я, ну, фанат, оно как вот в аспирантуре, наверное, всех технических факультетов, да, там, как говорится, факультеты ботаников всегда считались, да, то самое главное развлечение было там, это киберспортивные игры. Кто-то играл в Warcraft, там, я играл в StarCraft, да, это было увлечением, да. Потом, когда понятно, что пришла профессиональная деятельность, менеджерская, да, то она занимала мало времени по сравнению с тем, что это, не сказать, что я там добился выдающихся успехов, да, там, в игре, да, там, но времяпровождения, да, и форма отдыха, да, там, и форма работы, даже форма культуры, да, там, киберспортивной, которая сейчас в общество подошла, она мне нравится, и я думаю, что это очень важно в стране развивать, да, там, и считаю, что для киберспорта один из больших социальных лифтов для молодежи сейчас, для того, чтобы как-то себя проявить и как-то достичь. Поясните. Ну, классические виды спорта все-таки, если увидим, там, например, интерес к Олимпиаде, да, зимней, он начинает падать, да, там, отток аудитории идет 20-30% от Олимпиады к Олимпиаде, да, там, вторая часть. То же самое, многие виды спорта классические, да, там, они тоже по своего потребителя, даже фанатов они теряют, да, потому что тактильные свойства, например, человек, который прыгает с трамплина, могут понять только те, кто прыгал с трамплина, а таких мало. В то же время, когда играет в киберспорт, Counter-Strike, да, там, или там Доту, да, я могу собрать сразу 100 тысяч человек, которые тактильно расскажут, что там происходит в игре. Да? Поэтому я думаю, что все-таки надо понимать, что какая-то вот революционная форма перехода интереса молодежи, она переходит туда, да, там, и как я уже думаю, что это немного такого подсознательная подготовка к тому будущему, уже такому виртуальному, которое будет идти. Даже этот год пандемии показал, насколько там сложно переход общества, будут виртуальные переходы. Даже я по своей компании служу, вроде мы все занимаемся телекоммуникациями, но первый месяц это был определенный шок, да, когда визуальное общение переходит на виртуальное, это становится проблемой. Для киберспорта уже молодежи, которая постоянно находится там в своих там играх, да, там виртуальное общение, да, там виртуальная игра, да, это уже там, ну, нормальная форма жизни. Поэтому я думаю, что постоянные там игры, постоянное участие в каких-то соревнованиях, это своя форма такой индустриальной революции, которая морально готовит сейчас целое поколение, да, к своему будущему. Есть предположения, какие-то у вас прогнозы, что это за будущее? Для чего нужны такие навыки будут? Ну, будущее все-таки мы понимаем, да, вот мы сейчас с вами сидим, Тимур, делаем интервью, да, понятно, что большой портал сейчас будет размещать это интервью, да, у него будет своя аудитория, Инстаграм, там, Фейсбук, это будет интервью, набираться какие-то там обороты, да, понятно, что вас как уже медийные фигуры, да, Тимур, будут определять по социальным сетям, и по Фейсбуку, да, и по тому качеству контента, который вы даете, как и меня будет определять качество моей работы, да, там. И вот постоянно уже такая оценка уже вне зависимости от личностного фактора, да, она будет нарастать на деятельность человека, да, там, на его эффективность. Поэтому однозначно, что через 10-15 лет, да, что это будет, ну, приходить в нормальный образ жизни. Сейчас мы там все какой-нибудь пост в Фейсбуке выходит, например, о компании Казахтелеком, все мы там начинаем бурно переживать, да, там это все. Он может, это было раньше кухонным разговором, да, там, и там знало 2-3 человека, например, там, о какой-то некачественной работе какого-нибудь моего сотрудника, да, там. А сейчас это становится сразу достоянием общественности, это очень четко подстегивает стандарты и качество жизни работы. И я думаю, что в принципе, если брать, то общество должно, ну, наверное, максимально приготовиться к тому, что уже прозрачность процессов, прозрачность там на уровне там анатомии человека, да, там уже в социальных сетях люди уже будут понимать там приблизительно там что как происходит, да, там, и поэтому вот с этим будущим нам придется столкнуться.